العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Алхамдулилля, мои дорогие братья и сестры по вере, я очень рад видеть всех вас сегодня, тем более после полуторамесячного перерыва. Очень соскучился по вам. Алхамдулилля, Аллах Субханаху ва Тааля опять собрал нас всех вместе. Сегодня у нас необычайный день, необычайное мероприятие. Сегодня, алхамдулилля, можно сказать, 3 хазрата вместе, иншаллах, будут выступать. А каждое выступление будет особенным, эксклюзивным, так если можно сказать. К нам сегодня в гости приехал Салимджан Хазрат. Это первый заместитель Мухтасиба Нижегамского района, который является выпускником Исламского университета города Медины, шариатского факультета. Иншаллах, он нам, иншаллах, очень полезное наставление, очень хорошие слова, иншаллах, скажет, которые принесут всем нам пользу. Также, иншаллах, сегодня выступать у нас будет и нас, Хазрат, если вы знаете, наш имам мечети Ихлас, также заместитель Райхас Хазрата, спасибо, города Набережных по молодежным делам, иншаллах. И, иншаллах, как я говорил, вы, наверное, уже видели, что тема сегодняшнего, может быть, круглого стола, или его называли как семинар, является это, что у нас социальная сплоченность в исламе, и также милость Всевышнего Аллаха в безопасности, той безопасности, в которой мы с вами живем. И вот первое слово я предоставляю Салимджан Хазрату. Пожалуйста. Видеосъемка. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя, амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Как сказал Абу Бакр Хазрат, меня зовут Салимджан Хазрат, приехал с Нижегамска и первый раз здесь вообще выступаю, поэтому немножко неудобно так смотреть на вас вверх. Вот. Но, иншаллах, постараюсь до вас донести то, что я сегодня приготовил. Абу Бакр Хазрат попросил сегодня вам рассказать о том, что на сегодняшний день ислам преподносит в таком вот плохом свете, мусульман показывают какими-то такими вот не совсем хорошими людьми, и поэтому я сегодня вам хотел рассказать о том, насколько ислам великодушен, насколько ислам величествен и насколько ислам является миролюбивым ко всем. И поэтому, даже если мы разберем слово «ислам», мы увидим то, что оно произошло от арабского слова «саляма», то есть безопасность, да? То есть, когда человек находится в безопасности, когда он предоставляет безопасность и спокойствие, а также, когда он является смиренным перед Аллахом. И поэтому я в своем выступлении хотел бы затронуть некоторые конкретные темы, которые касаются великодушия и чистоты ислама. Или же, как его еще иногда называют таким модным термином на сегодняшний день, да, толерантностью ислама. Но, к сожалению, как я уже вам сказал, сегодня по телевизору, по интернету, СМИ льется огромный поток черного пиара на саму религию ислам и на мусульман. Очень часто в СМИ вырисовывают такую вот картинку, то, что это озлобленный молодой мужчина крепкого телосложения, борода у него растрепанная большая, глаза у него горят в огне, да, и он как будто что-то кому-то хочет причинить вред, что-то хочет сделать плохое. Но как бы это ни было бы печально, зачастую в этом стереотипе, который нам рисуют СМИ, виноваты отчасти и сами мусульмане тоже. И поэтому из-за ошибок мусульман, из-за неправильных действий мусульман отчасти появляется такой стереотип. Но, как говорится, нужно ломать стереотипы, нужно менять этот образ и стараться исправить себя, и проявить себя перед Аллахом, и исправить себя, а затем проявить себя добрым, великодушным и готовым прийти на помощь и перед людьми. И поэтому даже иногда возникают такие вот недопонимания, когда в мечетях или где-нибудь, допустим, на каких-то общественных мероприятиях кто-то из братьев отказывается даже совершать какую-то помощь. Говорят, например, братья, давайте сделаем, соберем столько-то, допустим, продуктов, развезем там по домам кому-нибудь там нуждающимся. Давайте сделаем, давайте проведем какой-нибудь субботник, давайте сделаем что-то общественно полезное.
И кто-то думает, да зачем мне это? Я лучше пойду, допустим, там аят почитаю, я лучше пойду там хадис почитаю. Или там некоторые вообще откровенно говорят, брат, мне как бензина жалко туда, как куда-то ездить. И поэтому это, конечно, печально, но мы должны понимать, то, что даже когда мы совершаем эти дела, какие-то общественно полезные дела, каким-то нуждающимся, даже пусть они будут, если даже они будут не мусульманами, допустим, курбан. Все ученые дозволяют давать курбан даже не мусульманину. То есть нету конкретного такого обособления, как, например, на фитра. Фитра садака, там это уже четко оговорено. Однако курбан можно давать даже не мусульманину. И поэтому, если мы задумаемся о пользе этого дела, общественно полезного дела, мы поймем то, что вот когда в телевизоре рисуют бородатого мусульманина каким-то злым, а тут приходит добрый, улыбающийся, с тюбетейкой, с длинной бородой, мусульманин, и улыбчиво говорит, это вам помощь, это вам садака, это вам мясо, это вам от мусульман, от мусульманской махалли, от мечети, и вручает им в руки, мы должны понимать, насколько человек меняет свое впечатление о мусульманах. Оказывается, они не такие страшные, оказывается, они такие добрые, оказывается, они приветливые, оказывается, они улыбаться умеют. И поэтому, помимо того, что это благое дело, помимо того, что это помощь неимущим, нуждающимся, мы должны также осознавать то, что это возвращается огромным плюсом перед Аллахом, а также после Аллаха перед обществом для нас самих. То, что мы показываем, то, что мы на самом деле хорошие и приветливые люди. И поэтому, когда мы говорим про великодушие ислама, когда мы смотрим аяты и хадисы, которые призывают к этому, мы увидим то, что основа аятов и хадисов, которые говорят о великодушии ислама, это слова Аллаха Субханаху ва Та'аля, сура Шура, 40 аят, где Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Фаман афа ва аслаха фа аджруху аля Аллах». И тот, кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. И поэтому, кто прощает, кто пытается установить мир и спокойствие, тому Аллах Субханаху ва Та'аля даст огромную награду за его благое намерение. Также Аллах Субханаху ва Та'аля в хадисе Аль-Кудси, в священном хадисе, смысл которого нам передает пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Поистине я сделал несправедливость запретной для себя и сделал ее запретной между вами, и поэтому не угнетайте друг друга». И поэтому вот это вот является установление мира. То есть должно происходить таким образом, как это нам приказал Аллах Субханаху ва Та'аля. И поэтому, как же в этом хадисе говорится, да, то, что я сделал несправедливость запретной для себя, то есть Аллах о себе говорит, и сделал ее между вами, между людьми, между рабами Аллаха. И поэтому, значит, любое проявление несправедливости запретно. Будь ты в мечети, будь ты дома, будь ты со своими детьми, со своей женой, или же даже на работе, где есть Вася, где есть Петя, где есть Айдар, где есть Алмаз, то есть люди разных конфессий, мусульмане и не мусульмане. И даже там ты должен быть справедливым, должен остерегаться несправедливости. И тогда Аллах Субханаху ва Та'аля, если вот каждый из нас будет придерживаться этого, придерживаться справедливости, и будет остерегаться от зульма, тогда, иншаллах, Аллах Субханаху ва Та'аля, безусловно, установит во всем мире спокойствие и мир на всей земле. И поэтому Аллах Субханаху ва Та'аля также в одном из аятов в Коране сказал: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас, та'муруна бил ма'руф, ва танхауна анил мункари, ва ту'минуна биллах». Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: вы являетесь лучшей из общины, появившиеся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое и удерживая от предосудительного, от порицаемого и веруя в Аллаха. И поэтому Аллах Субханаху ва Та'аля вместе с тем, чтобы мы должны быть справедливыми, чтобы мы должны устанавливать мир, Он призывает нас, чтобы мы были неравнодушными. Чтобы мы были неравнодушными. И поэтому призывать людей к добру, удерживать от греховности, таким образом, как это нам предписал Аллах Субханаху ва Та'аля. И поэтому, когда мы будем говорить о великодушии ислама, или мы уже говорим о великодушии ислама, мы можем сказать, что границы великодушия ислама, они заключаются в словах Аллаха Субханаху ва Та'аля. Границы великодушия ислама, они заключаются в
в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть они не должны выходить за эти границы. И поэтому, если мы изучим эти два величайших источника, слова Аллаха Субханаху ва Тааля, а также слова и дела и жизнеописания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и будем понимать эти два источника так, как их понимали имамы, как их понимали те ученые, которые жили в первые 3 века, да, такие большие имамы, как имам Абу Ханифа, имам Шафи'и, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбаль, то в этом случае, инша Аллах, мы увидим то, что эти два источника дают нам ответ на любые ситуации, которые возникают в нас в жизни. Любые ситуации. Что бы с нами ни происходило, мы находимся где-то в Аравии, мы находимся где-то в Египте, мы находимся в России, мы находимся даже в снежной тундре, в тайге. Если даже мы там будем находиться, Аллах Субханаху ва Тааля и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, их слова объясняют нам ученые, что мы должны делать и как мы должны поступать. Например, вот даже когда ты один остался, рядом никого нету, ты в тайге, что тебе делать? Тебе джума читать надо или нет? Является для тебя обязательной джума? Или же с тобой нету рядом воды, или же ты можешь умереть от переохлаждения? Как тебе поступать в этом случае? Как тебе быть в такой ситуации? Делать ли тебе таяммум или не делать? Если делать, то чем? На все эти вопросы мы можем найти ответы в этих источниках. И поэтому, как еще раз повторю, любая ситуация, любое жизненное обстоятельство, мы сможем найти ответы в этих двух великих источниках, понимая так, как их понимали имамы. И поэтому ислам таким образом расписывает образец для поведения каждому мусульманину, когда он видит, что совершается что-то неприемлемое. Если он где-то видит мункар, порицаемое, ислам четко регулирует поведение мусульманина. Что и как, и что он должен делать, что он должен говорить, все это четко описано. И поэтому, к сожалению, конечно, к слову нужно упомянуть, да, на сегодняшний день происходит множество событий, которые являются неприятными, которые являются болезненными, которые являются печальными для каждого мусульманина. Как, например, угнетение мусульман в Бирме, Мьянма, да, когда мусульманское меньшинство буквально вырезается, уничтожается, да, то есть, когда вот это вот показывают, что мы должны делать, как мы должны реагировать, когда распространяется похоть, разврат, да, когда распространяется то, что люди, то есть буквально, снимают все свои одежды, и это очень сильно распространено. Когда распространяются однополые браки, гомосексуальность, да, когда это начинает считаться нормой общества, это нормально, это же их дело, пусть они делают, что и хотят, как они говорят. Да? Когда, допустим, возникает вседозволенность воспитания детей, ювенальная юстиция, да, что ребенок что-нибудь, все, что бы он ни делал, ты должен его воспитывать хорошо, словами, ты должен нормально реагировать, ты должен направлять его, как говорят, да, и даже вот, Аллах согласен, да, даже когда, если ребенок привез папиросы домой, да, ты должен там сказать, там, это же вредно, там, никотин, там, и так далее. То есть, вот эти вот вещи, которые с точки зрения ислама неприемлемы, порицаемы, вот эти вот действия, вот в этих ситуациях как поступать? И, безусловно, они являются порицаемыми действиями с точки зрения ислама. Как нам поступать? Как нам быть? Мы можем это увидеть в религии ислам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих знаменитых хадисов сказал, и этот хадис есть в сборнике Арба'ин ан-Навави, 40 хадисов ан-Навави: если кто-либо из вас увидит порицаемое, то пусть исправит его рукой. Если же он это сделать не сможет, то пусть исправит языком. Если же и это он не сможет сделать, то пусть порицает своим сердцем. И это является нижайшей степенью веры. И комментируя этот хадис известный, мы все его слышали множество раз, может быть даже читали комментарии на это, да? И комментируя этот хадис, имам Аш-Шафи'и говорит: исправление порицаемого рукой — это является прерогатива правителя. То есть обязанность или возможность правителя. Тот человек, который обладает властью. И поэтому тут подразумевается несколько обладателей власти. Обладатель большой властью, как президент, там, я не знаю, там, министр, там, еще кто-нибудь, да? А также тот, который обладает малой властью, ограниченной властью.
как, например, отец в своей семье, да, как, например, директор какого-нибудь мероприятия, организации какой-нибудь, да, предприятия, как, например, директор там, в своей школе, допустим, имам в своей мечети, например, мухтасиб в своем районе. Как бы там ни было, но они являются обладателями малой власти, то есть ограниченной власти, в которой они что-то могут делать. И поэтому, еще раз говорю, Аллах согласен, да, если придет ребенок, сын с папиросой во рту, то мы уже должны что делать? Как родители, как отцы, как матери, уже должны переходить к более активной фазе воспитания. Так ведь? Вот. И поэтому, к сожалению, некоторые мусульмане, неправильно понимая этот хадис, они иногда совершают глупости. Иногда совершают ошибки, которые часто приводят к еще больше тяжким последствиям, еще больше тяжелому продолжению этих действий. И поэтому, вот, например, совершение наказаний самолично, когда ты сам лично наказываешь так, как это описано в книгах ислама. И, конечно же, это все расписано четко и подробно в книгах по фикху, в книгах имама Абу Ханифы, Шафия, Малики, Ахмада, а также их учеников, да, но, как они говорят, это руководство к действию не для каждого мусульманина, не для каждого человека, это руководство к действию для правителя, для того, кто обладает властью большого, целого государства, а не того, кто представил себе, вообразил то, что у него есть какая-то власть такая воображаемая, да, виртуальная власть, и он таким образом считает себя каким-то, допустим, там, властителем, там, халифой, допустим, там, или еще кем-нибудь, да, и начинает делать то, что ему даже по шариату не предписано. И начинает делать то, что по праву ему не принадлежит. И поэтому эти люди думают, что они совершают добро, но на самом деле они совершают еще большее зло. И поэтому итог наказание может давать лишь правитель. И поэтому, чтобы таких ошибок не возникало, что нам делать, как нам поступать? Конечно же, мы всегда должны полагаться, мы всегда должны основываться на твердые знания, а не на горячие эмоции. Иногда бывает, сердце загорается, да, обида, печаль, да, переживания, очень сильно бывает. И в этих ситуациях очень важно, чтобы преобладало над нами наши знания или знания же знающих людей, к которым мы можем обратиться. Но мы не должны полагаться на наши горячие эмоции. И поэтому, если же мы в таких ситуациях будем обращаться к знающим людям и спрашивать у них толкование, комментирование, то, конечно же, инша Аллах, это поможет нам избежать ошибок. И поэтому имам Аль-Бухари, который написал книгу Сахих Аль-Бухари, которая по признанию ученых является самой достоверной книгой после Корана, он назвал одну из глав своей книги «Аль-Ильму кабля аль-каули валь-амаль». Так ведь, знание прежде слов и дел. Поэтому, если ты что-то хочешь сказать, касающееся религии или касающееся мусульман, ты должен знать, что ты говоришь. Если ты хочешь что-то сделать, какой-то поступок в религии, да и в жизни тоже, ты должен знать, что ты делаешь. Это не только касается религии, также касается и нашей жизни. Если ты не знаешь, как ездить на машине, не садись за руль, не дави на газ. Так ведь, если ты не знаешь, как варится суп, не порти продукты там, да? Не порти мясо, не порти картошку. И точно так же в религии тоже. Если нету знаний, лучше молчать. Лучше ничего не делать и ждать или же спросить у того, кто обладает знаниями. И поэтому, если же мы будем наши слова и наши дела совершать на основании знаний, только лишь после приобретения знаний, то, инша Аллах, у мусульман станет намного меньше проблем. Статистики, официальная статистика, это есть в Википедии, там, в других сайтах, да, мусульмане в Российской Федерации составляют меньшинство. Данные разнятся примерно, официальные данные источники, да, от 10 до 15%. То есть мы официально признанное меньшинство традиционной конфессии ислам, да, традиционной религии ислам в России. И поэтому малочисленная конфессия, которая традиционно находилась испокон веков в этой стране, в этих местностях, и поэтому
каждый раз, вот мы, находясь здесь, каждый раз должны думать, что мы говорим. Должны знать или понимать, что мы делаем. Вот есть же такая поговорка хорошая, да? 7 раз подумай, 1 раз отрежь. Вот это очень четко относится к нашей жизни. Здесь, находясь в этой местности, и то, что ты представляешь как ислам собой, представляешь образ мусульманина, представляешь свою мечеть, представляешь свой город, представляешь свою республику, ты должен понимать и должен всегда думать, что ты скажешь. 7 раз подумай, потом что-то скажи. 7 раз подумай над тем, что-то сделать, потом лишь только сделай. И поэтому, как говорят ученые, мусульманин, который находится в меньшинстве, в малочисленных местностях, это Европа, Америка, то есть ни для кого не секрет, Европа, Америка, там мусульмане являются малочисленной частью населения. Находясь в этой местности, говорят, перед тем, как что-то сказать или что-то сделать, подумай, а не принесет ли это вред для мусульман? Не принесет ли это вред для тебя самого? Не принесет ли это твое действие или твое слово вред для твоей махалли, для твоей общины? Сейчас, а также впоследствии, когда-нибудь. Может ли это принести какой-нибудь вред? И поэтому, вот если мы будем чувствовать ответственность, если мы будем думать, то, что каждый раз, когда на рынке, когда ругаясь с кем-то, с продавцом, или с таксистом, или еще где-нибудь, когда мы ругаемся, когда мы кипим, мы должны понимать, он в нас видит не простого Ибрахима, Абдурахмана или же, допустим, там Ахмада, да? Он в нас видит мусульманина, который ходит в мечеть, который одевает тюбетик, который совершает 5 намазов. И каждый раз, когда мы будем допускать ошибки, они будут говорить, мусульмане сделали, мусульмане, оказывается, такие, они только нам улыбаются, а на самом деле они какие. И поэтому мы должны чувствовать эту ответственность. И должны стараться не допускать таких вещей. Конечно же, никто из нас не ангел, никто из нас не безгрешен. Все мы люди, у кого-то характер, у кого-то темперамент там, и так далее. Но мы должны стараться бороться с самими собой, чтобы мы представляли лишь хороший образ мусульманина, хороший образ ислама, хороший образ этой мечети в городе. Чтобы не говорили, это с такой же мечети. Про них все понятно. Чтобы так не говорили. Чтобы наоборот говорили. Оказывается, это действительно тот самый мусульманин, который мне тогда помог, который мне тогда улыбнулся, который мне тогда что-то сделал, да, хорошее, благое. И поэтому, иншаллах, если мы, каждый из нас, будем стараться показывать и защищать честь мусульманина, а также честь ислама, иншаллах, наше положение, иншаллах, станет еще лучше. Поэтому я надеюсь, что донес до вас свои мысли, которые я хотел до вас донести. Иншаллах, думаю, что для нас всех это принесет пользу. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Хвала Аллаху, Господу миров, Создателю всего сущего, и Господу благословения, приветствую Аллаха, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, который является для нас наилучшим примером. Аллах Субханаху ва Тааля, когда отправил свою религию, отправил в то место, где была не красота, где была испачкана и снаружи, и снутри люди. И ислам пришел как свет. Да, и как мы знаем, сподвижники тоже говорят, «Таля аль-бадру алейна», да, то есть для нас открылась, то есть луна, да, и как Аллах Субханаху ва Тааля привел ислам как свет. И этот свет очистил и распространился по всему миру. И этот свет была красота для мусульман и для немусульман. То есть все люди оттуда получали только пользу, видели только красоту в этом месте. И эта красота дошла и до наших мест, и до наших мест, где мы живем. И мы слышим, к сожалению, не смогли видеть эти моменты, которые до революции наши предки, да, у них были обычаи, которые пришло из Корана, из Сунны, к сожалению, которых мы забыли, множество из них, да, и которые связаны очень сильно с нравственностью. То есть было лучшее отношение к родителям, к старшим, к молодым,
и лучшие отношения, то есть между мужем и женой, то есть жена знала свое место и радовалась, была довольна и была то есть счастлива, имея место женщины, которой в защите мужа, в защите сильного, нравственного, богобоязненного мужа. И мужчины имели свое место. То есть вся красота ислама была. И вот эти моменты после революции, после того, как было притеснение мусульман, закрыты мечети, и то есть больше чем 20 тысяч мечетей были закрыты, это только в Татарстане, да, и также имамов выгнали, то есть с работы 97% имамов, то есть выгнали с работы и запретили всем преподавать, и таким образом мы забыли религию и пустили то, что чуждо для нас. То, что чуждо для татар и для мусульман, и для нашей обычаи, то, что было из не ислама. И после, альхамдулилля, после того, как было разрешено религия ислам, мы заново начали возвращать. Заново начали читать Коран, хадис и переводить книги арабские. К сожалению, много из книг было сожжено, закапано, забыто, утеряно. Когда мы начали возвращать обратно, что мы возвратили? Альхамдулилля, мы пытаемся возвращать основу. Из акиды и сунны, из акиды и фикха, да, и возвратили намаз, пост, возвращаем потихоньку, да, хадж, паломничество. Но про красоту ислама мы забыли. Мы поняли то, что мусульманин, он должен делать то-то, 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 то-то. Да, мы всегда говорим, должен. Нельзя. И в этом моменте, когда призываем кого-то в ислам, что мы хотим преподнести ему? Каждый раз, когда ты начинаешь дават делать, призывать человека в ислам, первый же вопрос, наверное, все сталкивались с этим, первый же вопрос задают: а почему мусульмане убивают? То есть связывают с терроризмом. Хочется рассказать то, что нет, он не связан с терроризмом. Вот же красота ислама. А где она? Ко мне в мечеть пришли люди, которые работают в органах. Они говорят, нам жалуются то, что именно в уроках только дети мусульман не имеют нравственности. Они не слушаются. Да, и вот эти моменты мы потеряли еще что? Потеряли слово мужское. Про это мы и видим и видео все, да? Мы говорим собираться в определенное время, не собираемся. Мы говорим выполнить какое-то дело, не выполняем. Да, то есть забыли и мужское слово. И также забыли о том, что аятуль мунафики саляса, мы знаем, да, у мунафика 3 аят. Аятуль мунафики саляса. Да, то есть «Ида хаддаса казаба, ида ва'ада ахлафа, ида атумина хана». Когда он говорит, то обманывает. Когда ему доверяешь что-то, он нарушает. Когда он дает ва'да, он не выполняет свое ва'да, обещание. Вот эти нравственные ценности мы потеряли. Вот сегодня мы должны работать над тем, чтобы возвращать их. Но мусульманин, когда пришел в ислам, каждый из вас, наверное, и все мы, и хазраты, и не хазраты, у нас есть желание сделать что-то, которое вот прекрасно, которое мы радовались по нашей душе. И вот с этим желанием, вот ради Аллаха. И давайте вспомним момент. Мусульмане до революции, вообще раньше, которые жили, после пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, они, приходя к пророку, саллаху алейхи вассалям, спрашивали, что я должен делать ради Аллаха. Зейд ибн Сабит,
который выучил за 20 дней иврит, сирийский язык, ради Аллаха. И таким образом, с таким характером мусульмане выросли настолько высоко. Самые лучшие ученые со стороны дуния, не с ислама. Ни фикх, ни акида, ни тафсир, ничего, который мы изучаем в мечети, который не изучаем, а свободно слушаем. И они, как бы, очень мало из нас кто изучает. Вообще, в нашем городе тоже туллябуль илм это очень малое количество. В основном в мечетях мы говорим, у нас учатся 20 человек. Нет, у нас присутствуют и слушают 20 человек. Они не учатся в Аллахе. Даешь домашнее задание выполнять 1-2 человека. Выучить хадис учат 1-2 человека. Выучить аят они не учат. И это тоже, к сожалению. Но мусульмане, они выучили и физику, и химию, и математику. Где самые лучшие со стороны математики? Мусульмане. Кто самый нравственный народ? Мусульмане. Кто самый чистый народ? Мусульмане. То есть со всех сторон, где было 100% лучше, кто были? Мусульмане. Если мы сегодня хотим преподнести какой-то момент, допустим, да, насчет давата, у нас нравственность, извините, нету. Если призываем кого-то, хотим показать красоту ислама, нравственность нету. Со стороны дуния изучить математику наши дети, и мы сами не знаем. Химию и физику не знаем. Почему именно мы не должны ради Аллаха вырастить именно пользу для ислама и мусульман? Такие моменты, которые все мы в основном работаем над чем? Мы тоже взяли вот пример, который взяли наши предки недавно, когда жившие, из тех людей, которые запретили нам ислам. Какой пример взяли? Работаешь только для себя. У нас есть бизнес, вот это бизнес за рамки своей семьи он не выходит. Если ты умеешь зарабатывать сильно, почему не тратить ради Аллаха, ради ислама и мусульман? Именно умственно тратить, не просто вот так тратить, а ради Аллаха я хочу вот такой проект впустить. Ради Аллаха я хочу, чтобы именно в нашем городе был самый лучший центр хафизов. Разве мы не можем это сделать? Ради Аллаха только. Почему он должен быть где-то там в Казани или в других местах? У нас же достаточно богатых людей. У нас достаточно людей, которые, я вот могу выучить Коран и могу преподавать. Давай ради Аллаха я это сделаю. Почему мы не можем вот ради Аллаха какие-то моменты пустить? Именно вырастить. Приходим в мечеть спящимся, возвращаемся спящимся, сидим на уроке, спим, и потом говорим, вот, виноваты мусульмане, виноваты те, виноваты эти хазраты виноваты, в этот мечеть не ходи, там Мупталия. Насчет сплощенности, если возвратимся, ради Аллаха, почему мы не можем объединиться в тех моментах, в которые ради Аллаха хотим выучить Коран? Разве для того, чтобы выучить Коран, нужна акида? Тот человек, который пришел в мечеть, допустим, сантехник, да? Разве мы смотрим сантехнику, смотрите, какая у него акида сначала, посмотрим, да, потом дадим ему наши трубы. Если у него акиде проблемы, пусть не ремонтирует. Почему мы ради Аллаха не объединимся в вопросах фикха, допустим, да? Выполнить ради Аллаха со всеми имамами мечети, со всеми мусульманами. И ради Аллаха какое-то движение пустить, которые еще другие не делали. Именно я хочу. Не говори никому ради Аллаха. Я пущу это дело. Я могу это сделать. И давайте посмотрим на себя. Наши деяния в чем заключаются? В основном наши деяния заключаются в том, что мы живем только для себя. Ради Аллаха и ради пользы ислама и мусульман. Что мы делаем? Альхамдулилля, по милости Аллаха, Аллах нам дал такие возможности, которых мы можем подняться, джамаат. Мы можем подняться. У нас есть в кармане деньги, альхамдулилля. У нас есть хорошие машины, хорошие дома. Вот из-за этого хочется услышать, когда сидишь в мечети, когда тебе приходит какой-то брат и говорит, вот мне в голову пришел такой проект, ради Аллаха, я хочу пустить его это в дело. И
И вот это будет именно лучший дават с нашей стороны. И также хочется сказать со стороны нравственности, со стороны того, что то есть убрать с дороги то, что мешает, садака. Здесь не говорится о том, что где ты живешь. Почему мы не можем убрать? Я думаю, приходит такой мысль, Аллах валя, могу ошибиться. Приходит такой мысль, здесь не только же мусульмане живут. Есть и джахили. Ради Аллаха, давай сделаем так, что одеваем себе тюбетейку. У нас борода пусть была видна. Выходим на улицу, уберемся в одном месте. Пусть это фоткали, ходили, видели люди и показывали. Сразу же ставят там Аллах алям чанды онлайн, где-то разные места. Вот бородатые мусульмане убираются на улице. Сразу это даст огласку. Чем услышать такие вещи, как бородатые мусульмане, они жесткие, у них взгляд плохой, они не умеют улыбаться, они не умеют нормально разговаривать. Почему такие слова слышать? Амин напустить такие моменты. Вот, машаллах. И вот из-за этого, джамаат, хотел бы призывать вот насчет того, чтобы именно если мы хотим ради Аллаха подняться, слова уже достаточно много говорим. Про терроризм много говорим. Про то, что хак между мужем и женой много говорим. Надо пустить уже в дело. Сестры, как должны обращаться к мужьям? Откуда они могут знать это? В хадисах есть? В хадисах есть? Она должна делать сажда своего мужа. Но воспитана на бразильском фильме. Воспитана на бразильском фильме. И через бразильские фильмы она делает сажда своему мужу. С этим в руках. С сковородкой. Муж своей жене, как он должен обращаться? Лучшие из вас те, которые обращаются лучше к своим женам. Ты же должна делать сажда мне. Этот хадис забывается. Когда он последний раз дарил ей цветы, золото, серебро, она уже ждет, сколько месяцев от него одного красивого слова. И потом вспых сильный. И он говорит: машаллах, я тебе сколько вот квартиру купил, машину, все тебе делаю, а ты мне так обращаешься. То есть мы потеряли вот это именно. И это именно нрав. Дети наши воспитываются, не умеют уважения по отношению к родителям. Почему? Потому что мы не показывали им. Слова не нужны. Нам нужно показывать детям то, что у нас тоже есть родители. Именно вот смотри, ребенок, я должен дарить своему отцу, своей матери подарок. Видел? Все, достаточно. Говорить ему не надо уже. Как должен обращаться? Не садиться раньше него, раньше отца. Не говорить его, называть его своим именем. И не идти спереди него. Это переходит к нашим детям. Давайте ради Аллаха возвращать именно наши ценности, которые были у наших татар. Да, много мы можем говорить, то, что у них было беда, еще что-то, ничего подобного, джамаат. Давайте откроем книги и посмотрим, там, машаллах, были какие здания у наших предков, которые были до революции. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает так, чтобы именно мы были причиной того, чтобы возвращать красоту ислама. И пустить, придумывая какие-то проекты, пустить именно через нас. Именно пусть будет так, что, может быть, даже имя забыто будет этого брата. Именно перед Аллахом, когда мы станем, именно мы будем причиной того, чтобы мужчины должны уважать своих женщин. Из-за того, что именно мы пустили какой-то проект. Женщины начали уважать, родители начали уважать, и начали изучать насчет чистоты ислама, как должен вести себя мусульманин, как должен обращаться. Вот эти моменты пустили именно по нашим проектам, именно по нашим причинам. Она может распространиться и по всему миру. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля простит нам наши грехи и ведет нас в райские сады. Я колю кавли хада, астагфируллаха ли ва лякум, астагфируллаха иннаку гафур рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Мои дорогие братья и сестры, алхамдулиллах, вот мы сегодня с вами услышали очень хорошее наставление, назидание для всех нас. Алхамдулиллах. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: напоминай, поистине напоминание помогает верующим. Каждый из нас, я в первую очередь, мы нуждаемся, чтобы мы напоминали друг другу.
друг другу делали васия. Как мы знаем, да, в суре Аср Аллах Субхану говорит: «Валь Аср», Аллах клянется самым великим, что Аллах дал нам, это нашим драгоценным временем. Все люди будут в убытке, кроме тех, кто веровал, кто делал праведные дела, и те, кто друг другу делал васият, те, кто друг другу делал наставления, напоминал друг другу. Потому что мы забываем, что он сам по себе человек, он забывчивый, он забывается, он ошибается. Мы постоянно нуждаемся в знании. Как один из ученых сказал, человек создан таким залюм, несправедливым. То есть сам по себе основа у нас это несправедливость. То есть всегда душе хочется поступить несправедливо к Аллаху, конечно, это и к людям, к близким, так и джахуль. В основе также наша основа мы не знаем. Поэтому в течение всей нашей жизни мы нуждаемся, чтобы брать знания, чтобы избавиться от своего невежества. Это, конечно, исправлять себя своей справедливостью, чтобы избавиться от своей несправедливости. Это и есть наша, можно сказать, цель нашей жизни. Вы знаете, философы, они не могут ответить на 3 вопроса. Хоть они считаются очень умными людьми, мыслителями на сегодняшний день, да? Но они не могут ответить на 3 вопроса, на которые отвечают мусульмане. Это что, откуда мы проявились на свет, куда мы пришли, что мы здесь делаем, куда мы уходим. Ислам отвечает на все эти 3 вопроса. Ислам отвечает на все эти 3 вопроса. Человек и все окружающее, и все это было создано Аллахом. Все это было создано Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Человек был создан из глины, джинны, сторонний мир, они были созданы из огня. Зачем пришли в этот мир? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля отвечает нам, говоря в Коране: «Вама халактуль джинна валь инса илля ли'абудун». Аллах говорит: я создал джиннов и людей. То есть цель предназначения человека в этом мире – это ли'абудун, чтобы люди поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. Вот это та цель, из-за которой ты появился на свет. И почему ты здесь живешь. Если бы не было бы этой цели, тебя бы в этом мире не было. И не было всего того, чего ты видишь и слышишь. То есть то, ради чего ты живешь в этом мире, это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Как Аллах Субхану ва Тааля также в Коране говорит о том, что все пророки, все посланники, они приходили с этой целью. Это وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. То есть мы посылали каждого пророка, каждого посланника на земле, начиная с пророка Адама, пророка Нуха, алейхиссалям, Ибрахима, заканчивая последним пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы люди поклонялись Аллаху и что сторонились тагута, сторонились всего того, что помимо Всевышнего Аллаха, чтобы не поклонялись самому себе, не следовали своим страстям. Так ведь? Кто-то может спросить, а вот в чем связь? Сейчас вот Сариджан Хазрат говорил о том месте, какой должен занимать мусульманин в социальном мире. Также Ильнас Хазрат говорил о нравственности мусульманина, который должен быть среди всех людей. Да? Вот в чем связь между тем нашим предназначением в этой жизни, зачем мы пришли в этот мир, и между нравственностью и социальным положением в этом мире. Связь, можно сказать, самая прямая, джамаат. Это какая? Когда Аллах в Коране говорит: «Илля ли'абудун», я создал людей, чтобы они мне поклонялись, вот это слово «ибада», оно охватывает очень широкий аспект. Вот, к сожалению, я не говорю сейчас про нас, только про тех, кто живет в нашем городе. Я говорю про всех мусульман в общем. К сожалению, многие не совсем верно понимают слово «поклонение». То есть считают, что поклонение ограничивается лишь это молитвой, уразой, к примеру, так ведь хаджем. Безусловно, это является одним из столпов ислама. Но ибада, поклонение на самом деле охватывает всю нашу жизнедеятельность, всю нашу жизнь. Это является поклонением ибада. То есть это наши отношения с семьей, это ибада джама. Наши отношения с соседями, это ибада джама. Наши отношения с гостем, это ибада джама. Даже наши отношения с теми, кто не является мусульманами, тоже является ибада джама. Это тоже является ибада. И за все это мы будем получать награду от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, если что,
если мы будем делать так, как Аллах приказал. Если мы будем поклоняться Аллаху в наших отношениях с людьми. Если мы не будем поклоняться своему нафсу и поступать так, как нам хочется, как выгодно мне, как выгодно моему нафсу, как хочется самому, а так, как Аллах велит, джамаат. Вот тогда, альхамдулилля, мы будем на самом деле муахидами. Мы будем тем, кто поклоняется нам Аллаху субханаху ва тааля. Джамаат, это основа основ. Как Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ума арсальнака илля что? Илля анта'будуллах». Мы не посылали тебя, кроме как, чтобы ты сказал людям поклоняться Аллаху, джамаат, во всех вещах. Это ибада. Вот тогда, когда хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в действительности он осуществляется в полной форме этого, тогда, альхамдулилля, машаллах, происходит и результат. Например, пророк Мухаммад саллаллаху сказал: «Талабуль илм фаридатун аля кулли муслимин». Посланник Аллаха сказал, хадис приходит на суннат имама Ахмада, что получение знаний является обязанностью каждого мусульманина. То есть, раз пророк сказал обязанностью, значит, мы за это получаем награду. Значит, оставляя это, мы получаем грех. Значит, это уже ибада, это уже поклонение. И вот когда это наше сознание войдет, что получая знания, мы получаем ибада, вот тогда, альхамдулилля, будет сильный результат. И этот джамаат был, как сегодня нас рассказал, это было тогда, когда действительно все мусульмане воспринимали получение знания ибада. Вот многие же, альхамдулилля, стараются приходить на утреннюю молитву. Многие стараются, альхамдулилля, это очень радует, вставать на ночную на молитву, стараются не пропускать пост в понедельник и в четверг. Так ведь? Но талаб аль-илм тоже ибада, джамаат. И альхамдулилля, и пример нам этого показали наши ученые, джамаат, наши ученые ислама. Ученые ислама, они были ведь не только учеными ислама, среди них были также и учеными, также светских предметов. Вот некоторые, как говорят, был отличником, когда начал молиться, стал троечником, да? Все, уже перестал учиться, да? А это на самом деле это вот неправильное понимание, значит, у нас неправильное понимание, потому что, если посмотреть, вот Ибн Рушд, один из выдающихся ученых Андалусии, андалусийского халифата, он написал такую книгу «Бидайат муджтахид ва нихаят мухтасар». Собрал себе 4 масхаба со всеми далилями, субханаллах. И вот, знаете, большинство его учеников были иудеи и христиане, не были мусульмане. Вопрос почему? Ответ: потому что он также был выдающимся ученым по медицине. И многие иудеи и христиане со всей Европы, представьте себе, приезжали к нему учиться медицине. Вот сегодня говорят, Америка, вот открыл ее кто? А? Кто открыл Америку? А? Нет, кто в школе, кто у нас делал? Христофор Колумб, так ведь? Вот, а ведь на самом деле Америку до Христофора Колумба открыл это, как у нас известно, Пири Райс. Это был Бири Райс, так назвали. Турецкий во время Османского халифата был большой географ, такой известный географ, ученый Бири Райс. В 1465 году даже все написал. В 1465 году, за 27 лет до того, как Христофор Колумб открыл Америку, он в своих записях говорил, что после Атлантического океана еще есть большой-большой материк, в котором там живут много племен. И более того, я вот вам сейчас скажу такую новость, да, что даже вот в Америке, да, провели такой большой конгресс среди географов, и всех восхитило те карты, которые были нарисованы Бири Райсом. И вот сегодняшние географические карты, которые на школах проходятся, основу этих карт были поставлены Бири Райсом. Именно он их нарисовал. И многие удивились, как в тот момент времени, когда не было спутников, не было никаких вот таких точных приборов, он смог так детально, можно сказать, нарисовать карту мира. И Антарктику также открыл ее кто? Бири Райс.
также он Пир Райс, это был один из известных геологов. Но это только один из примеров, которые можно привести. Да? И много примеров джамат. Поэтому джамат необходимо стараться, чтобы мы, поклоняясь Аллаху Субханаху ва Тааля, не только в наших молитвах, альхамдулилля, но также стараться поклоняться Аллаху во всех других делах. Чтобы мы в своих намерениях, вот известный хадис, в котором мы начинаем, можно сказать, учебную программу нашу, да, где посланник Аллаха сам говорит, «Иннамаль амалю бинният», поистине все дела по намерению. Помните один из объяснений этого хадиса? Что имеется в виду, что какое-либо дело ты не делал, у тебя есть намерение. То есть не бывает так, что человек делает дела без намерения, без нияда. Это обычно сумасшедший только может, не думая что-то делать. Мусульманин, то есть обычный человек, он всегда, когда что-то делает, у него должен быть намерение. Либо это намерение хорошее, либо плохое. Либо хорошее, либо плохое. То есть, как я говорил, и с окружающими, и твое отношение вообще, твое отношение ко всему. Либо у тебя ты это делаешь ради Аллаха, либо что ты склоняешься сделать его по-своему, так как тебе этого хочется делать. А необходимо делать это так, как Аллах Субхану ва Тааля видит. Как Аллах Субхану ва Тааля видит. Или как, например, Аллах в Коране говорит, да, «Фамшу фи манакибиха ва кулю мин ризки». Это аят из суры Мульк. Аллах говорит. То есть, ступайте по земле, Аллах говорит, повелевает нам. «Фамшу фи манакибиха». Вот там мне мешает. «Фамшу фи манакибиха». Ступайте по земле, ва кулю мин ризки. И старайтесь добыть себе пропитание. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля что говорит? И пропитание. Других это тоже посланник Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом. Что необходимо мусульманин также стремиться, необходимо приобретать что-то из пропитания. Когда мы будем это воспринимать как поклонение, даже наш заработок, альхамдулилля, Аллах Субхану даст результат. Потому что у тебя намерение хорошее. В соответствии с намерением дается человеку. Какое было у тебя намерение, Аллах Субхану ва Тааля также и даст его. Многие тоже неправильно думают, считают, что вот если ты зашел в религию, то все надо к этому миру надо быть полностью аскетичным. И он понимает под словом аскетичность, полностью оставить дунья и заниматься только поклонением, касающимся его самого. И думаю, что заработки в этой жизни не являются поклонением. На самом деле, заработок является одним из поклонений Всевышнему Аллаху. Как это делали что? Сахаби и сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как вспомните хадис, когда один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, просил садаха. Посланник Аллаха сказал, говорит, что у тебя есть, сколько тебе есть денег? Он говорит, 2 динара, 2 дирхама, да? Он говорит, пойдем, говорит, и пошел вместе купил с ним веревку, да? И пошли они, наломали дров, связалась веревка, пошел, продал, и вот так он потихонечку начал зарабатывать. И тому подобное. И также касается нашей семьи, как Аллах в Коране говорит, «Ва'ашурухунна биль ма'руф», хорошо относитесь к своим супругам, то есть к своим близким, так и хорошо относиться. Это тоже айбада джамат. И когда у нас это будет, не будет уже проблем в семье. Не будет уже проблем в семье. То же самое можно сказать и в отношении женщины к мужу. То есть ее отношения тоже являются айбада джамат. Необходимо джамат для этого, конечно, стараться джамат. То есть одного желания достаточно джамат. Просто хотеть, желать. Многие братья говорят о проблеме. Но как решить эту проблему? То есть говорить о проблеме можно, но джамат надо стараться. Вот мы понимаем проблему в каждом из нас, да? А как ее решить? Вот даже такое, здесь на это ученый рассказывает, ну как назидание такое. Вы, наверное, слышали, он рассказывал. Кто не слышал, иншаллах, первый раз слышал. Однажды король зверей, лев, и к нему приходит собака и говорит, почему, говорит, меня назвали собакой? Говорит, а я не хочу быть собакой. Говорит, почему я собакой? Говорит, давай поменяй мне имя. Лев такой, ладно, говорит, я подумаю. Потом лев говорит ему, хорошо, вот тебе испытание. Вот тебе мясо поставлю перед тобой, и 3 дня к нему не прикасайся, не приходи. Если выдержишь, я тебе поменяю имя, и ты собакой не будешь. И собака подошла и терпит. Первый день потерпела нормально. То есть, как обычно бывает, когда ты
В самом начале, то есть нормально, можешь терпеть, в самом начале учебы, все, я могу, я сильный. Второй день смотрит на мясо. Хочется собаке, да? А мне же он не запрещал ее понюхать. Он же запрещал только съесть же его. Взял, подошел, понюхал. Потом, а мне же лев не запрещал лизнуть это мясо. И подошел, лизнул его. Потом третий день думает, собака тоже хорошая. То есть общее назидание находит из этой истории, джамат. То, что надо необходимо стараться и жертвовать своим временем, жертвовать своим нафсом. Бывает же так же, вот не хочется уступить своей супруге, к примеру, или соседу, или кому-то еще. Как это он? Но я такой, мне так сказал. Брат, ты же хочешь поработать над самим собой. Ты же хочешь исправить себя ради Аллаха. Ты хочешь исправить его. Ля-иляха, терпи ради Аллаха. И вот если мы будем стараться к этому, иншаллах, мы будем из тех людей, про которых пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хадис, который передается Ибн Маджа делает хадис в своем сборнике от Анас ибн Малика, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна минан нас мафатиху ли хайр ва махалиху ли шар». Посланник Аллаха сказал, среди людей есть те, кто является ключом к добру и замком от зла. Что значит ключ к добру? То есть, альхамдулилля, Аллах открывает тебе какие-то виды поклонения, облегчает тебе молитву, получение знаний, ураза. И по причине тебя ты становишься ключом. По причине тебя Аллах открывает двери добра другим людям. По причине твоих слов, твоих поступков. Другие люди берут с тебя пример, и альхамдулилля тоже начинают так делать. И посланник Аллаха говорит, среди людей есть те, кто является ключом к добру и замком от зла. То есть они препятствуют злу. И среди людей есть те, кто наоборот является ключом к злу. Субханаллах, из-за него постоянно какие-то зло происходит. Он постоянно является, как сказать, яблоком раздора, да? И замком от добра есть. Затем пророк Мухаммад сказал, и поистине фатуба лиман джа'аля Аллаху мафатиху хайра аля ядих. И пусть будет туба. У туба есть три значения. Это рай, это счастливая жизнь, это дерево в раю. И пусть будет туба тому человеку, кто является ключом к добру. Ключом к добру и замком от зла. Смотрите, пророк Мухаммад такой дуа делает. Пусть будет туба тому, кто ключ к добру. Кому Аллах облегчает, и по причине его Аллах другим облегчает поклонение. Саджамат. Самый наилучший. И в другом хадисе приходит посланник, который спросил сахабу, сказать ли мне вам о том, кто является наилучшим из вас и наихудшим из вас. И люди сказали, кто это посланник Аллаха? И посланник Аллаха сказал, что наилучшим из вас является тот, от кого не ожидаешь ничего, кроме хайра. Вот ты общаешься с ним, и ты не ждешь от него подвоха, и ты не ждешь от него обмана, и ты не ждешь от него зла. Самый наилучший. И вот здесь, джамат, не надо думать про других, а вот он такой, не такой. Про себя надо подумать. А вот я таким являюсь или нет? Являюсь ли я тем, про кого пророк Мухаммад сказал? Являюсь ли я таким, когда общаясь со мной, люди могут себя чувствовать легко и хорошо и свободно? Или же людям тяжело со мной? Или же людям тяжело со мной? И они не могут со мной общаться долго. Поэтому, джамат, необходимо стараться. Самый первый джамат, это всегда помнить, что открывающий это Аль-Фаттах, это Всевышний Аллах. Пока Всевышний Аллах не позволит, не сможет это сделать. Обращаться к Аллаху именем Фаттах, просить у него, чтобы Аллах открыл. Даже вот один шейх, помню, рассказывал, я, говорит, когда кому-то рассказывал о чем-то благом, да, я, говорит, всегда в сердце вот про себя дуа делал. Аллаху махдихи, Аллаху махдихи, Аллах дай ему хидаят, Аллах дай ему хидаят. И вот у нас тоже проблемы бывают, да, с нашими близкими, родственниками, соседями, друзьями. И таким, мы просим Аллаха дуа, чтобы Аллах исправил его. Или просим Аллаха, чтобы Аллах исправил нас, джамат, очень важно. И, конечно, много-много причин есть, джамат. Но необходимо, джамат, стараться.
необходимо джамат стараться, уже начинать надо. Потому что время, оно не останавливается, солнце не останавливается, после дня приходит ночь, после ночи приходит день, потом еще один джамат. Необходимо стараться, сейчас начинается новый учебный год. Надеюсь, сезон работы закончился, потому что никто говорить не будет, что еще сезон работы идет. Вот, иншаллах, сейчас начнется у нас сезон учебы, иншаллах. Иншаллах, надеюсь, вы достигнете в этом году новых высот, иншаллах. Это в знании, в своих нравах, конечно, в ахляке. Это во всем джамат, во всех поклонениях. Необходимо так, чтобы каждый год был лучше, чем предыдущий джамат. Стараться так делать. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля облегчит всем нам, хамдулилля, исправит всех нас, исправит наше поклонение, исправит наш нрав, ахляк, хамдулилля, даст нам больше знаний джамат. Пусть Аллах Субханаху облегчит нам еще раз больше собираться все вместе, любить друг друга ради Аллаха Субханаху ва Тааля, прощать друг друга ради Аллаха Субханаху ва Тааля, быть братьями ради Аллаха Субханаху ва Тааля. На этом, иншаллах, закончим сегодняшнюю встречу. Сейчас, иншаллах, будет у нас 10 минут, 15 минут, иншаллах, на вопросы постараемся по мере наших знаний ответить вам, какие-то, может быть, советы, как-то ответы, иншаллах. Нафтаху маджаль, откроем, иншаллах. Баракаллаху фикум, саллаллаху аля набийина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи.